Муза вон за твоей спиной тихо шепчется не с тобой, а ты хлещешь воду с водой и любуешься той звездой. Очень вкусно пахнет едой, и ты рад, что пришел домой. Только здесь ты нужен такой, не хороший, не плохой. Она пишет стихи и прозу, окончила театральное отделение школы искусств и до сих пор играет на сцене. Творчество в жизни ученицы 10 класса 2 гимназии Южно-Сахалинска Александры Флинтюк на первом месте. Творчеству не в силах помешать ничто, мне кажется, потому что когда ты встаешь ночью с мыслью о том, что тебе надо что-то записать, что-то сыграть, что-то прочитать, когда на тебя родители смотрят вот такими глазами, что ты делаешь, я работаю, мам, я работаю. Тем не менее, сама себя называет технарем и планирует связать будущее с информатикой. Прекрасно владеет английским и отлично успевает по всем предметам. Всегда защищает честь школы и области на олимпиадах. Капитан школьной команды эрудитов «Логос». За это время могла бы появиться звездная болезнь, но она не появилась. Я так думаю, что эту прививку мы получили в школе, и если она не появилась, то вряд ли уже звездная болезнь появится дальше. Прививка от звездности Саше сейчас очень понадобится. Теперь она засветилась на российском уровне. Ее сочинение «Диалог с Иосифом Бродским» вошло в 100 лучших по России. Первый раз в нашей стране в этом году проходил всероссийский конкурс сочинений. И я так счастлива, что в 100 лучших работ вошла твоя работа. Вот этот диплом победителя, он твой заслужен. Поздравляю тебя. Спасибо. Конкурс проходил осенью, и темы ребята выбирали сами. Организаторы определили лишь направление – год литературы. Александре близка поэзия, а Бродский – любимый автор. Я удивляюсь, как можно быть успешной в таких разноплановых областях. Она прекрасно знает математику и любит этот предмет. Она великолепно владеет английским языком, участвует в олимпиадах и является там победителем и призером. И она очень талантлива литературно. Вместе с Сашей победил 5-классник из поселка Буюклы Никита Гнеушев. Их сочинения вошли в сборник. Теперь это история наша, Сахалинской области, теперь это история науки и образования России. Мне очень хочется пожелать нашим юным талантливым детям, пусть это будет первый, но замечательный успех, и пусть он будет основанием дальнейших успехов не только в учебе, но и в жизни. В конкурсе сочинений участвовали 85 регионов России. В будущем творческое состязание будет продолжено. Вера Рудакова, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ.